без Волков, Айдар Ильдус Улыблян, Айгнал Парабс. Вы из Саха-Якутии, да? Да, я из республики Саха-Якутия. Там родились? Да, да, я родился и вырос в республике Саха-Якутия. У меня отец в свое время по комсомольской путевке приехал в Якутию. И там вот как бы создал семью, и вот появился я, как бы мы всю жизнь там и живем. Так и остался он на той земле. Климат устраивает, а то когда-то я на Чукотку чуть не уехал, на Сахалин чуть не остался, вот, на журфаке, когда учился, на практику ездил. А вот у вас там климат устраивает, я сейчас радуюсь, что не поехал туда, а вы как вот? Ну, мы уже привыкли, это наш климат, он суровый, конечно, резко континентальный, у нас зимой минус 52, да, то есть доходит, да. 67 даже там рекорд. Да, даже, да, ну, рекорд. Мне якуты я подарили. имею в виду сам Якутск, там 52-54 максимум, да. А вот летом 32-38. Жара? Асфальт плавится, да. Так что у нас вот к такой природе надо привыкнуть. Но мы уже, кто родился и вырос, мы уже привыкли к такой природе, мы уже как бы постоянно живем. Нам это, ну, сурово, Ну да, очень сурово. психологически Да. привыкли, уже не замечаете. Но уже, да, для нас это нормально. Вы там, я думаю, вы представляете татар тамошних, сколько насчитывает так, эта общественная организация татар, чем живет, чем дышит, пожалуйста. Ну, у нас организация как бы организовалась давно. У нас сначала была татаро-башкирская община, да, потом мы разъединились. То есть башкиры у нас отсоединились, мы татары остались отдельно. Нас не так много татар в республике. У нас всего там чуть больше 6 тысяч, ну, то есть там по некоторым от 3 до 6 тысяч. То есть Ну, это это нормально еще, да, лишь бы активны были. Да. Да. А активных нас, ну, я бы не сказал, что сильно много, да, но есть, да, то есть где-то 10-я часть у нас ходит. Чем в основном заняты татары там? У них вот природная сметка есть, они в торговле специалисты, там реализовали себя, или они все-таки вот оленей пасут? Нет, ну у нас, мы же татары, да, Так, то есть да. если посмотреть, да, ну, не будем хвастаться, да, но в свое время республиканский Сбербанк возглавлял татарин. Да. У нас в энергетике ГРЭС-1, ГРЭС-2 руководитель татарин. То есть такой вот, это не только град, это республиканского, такой объект республиканского значения, да. То есть по большому счету, ну, во всех отраслях, где бы то ни было, да, у нас вот есть татары, да, мы практически во всех отраслях республики мы заняты. То есть найти можно не только в торговле. Не растерялись. У нас и сеть стоматологии, и сеть магазинов есть такое, да, и много у нас в образовании, да, то есть в культуре очень много работает татар. Вот от художников до декораторов, там, ну, не знаю, там, экономисты, да, директора есть. То есть, да. Вот. Вы сказали, хорошо, что руководитель там есть. А якуты чувствуют, вот у нас даже одно время в Казани учился якутский, наверное, уехал студент, он даже татарский, кажется, выучил, что-то я в интернете видел, это порадовало. Якуты знают о том, что мы тюркское единое сообщество, Да. Да, Мы отдают должное. как бы, да, в этом плане у нас достаточно дружная республика, да. Вот, мы очень хорошо сотрудничаем даже с общинами, другими общинами, которые, да, и якутской тоже, да. И да, наши вот местные якуты, да, они, естественно, знают, да, там по имени Айдар, а ты не русский? Нет, не русский, татарин. Но тюркская народность, ну, практически земляк. И то есть, ну, и так вот это все воспринимается, да. У нас даже мы с Сабантуй, у нас в республике национальный праздник Исах, он такой большой, все, и вот на площади у нас Весюс-Хатын, это очень большая территория, несколько сотен километров, это вот территория, которая вот самого этой площадки, да, где проходит вот национальный праздник, да, и на этой же территории есть участок именно татарской общины, да, все.
и где мы проводим сабантуй. То есть прямо на этой же территории, то есть мы как бы показываем этим самым единство наших народов. Вот. Скачки на оленях вместо коней у вас дома у татар? Нет, у нас тоже конный спорт, также любим конный спорт, у нас свои ипподромы, свои породы лошадей якутские, да, но они посуровее, но есть. Да. Все-таки смотрю, там, значит, северные народы, они как-то вот психологически ко всему привычные, значит, они, надо полагать, и толерантны, тоже привычные к другим языкам, у вас Якутии, да, к другим этим. Я знаю, что территория Якутии 3 миллиона квадрат-километров, хочу похвалиться, Чукотки 700 тысяч, вот. В республику Саха-Якутия, как еще в школе нам преподавали, входит 7 Франций. Так что надо... Еще бы пожелать, чтобы они по уровню жизни входили 7 раз. Да, было бы очень неплохо. Ну, у нас все-таки большая территория, да, то есть очень большая территория, то есть в республике, да, то есть это, да, довольно-таки сложно с этим, да, то есть у нас перемещение по таким территориям, ну, непростое, да. А в целом, отвечая на ваш вопрос, да, то есть у нас, ну, языки у нас схожи, да. Якутский, татарский, да, ну, счет, по крайней мере, одинаковый, да, то есть у нас вот, абсолютно, да, то есть, да, есть свои различия, все, но, грубо говоря, татарин, да, приехав в нашу республику, ему не составит труда выучить якутский язык. Да, он будет переформатировать слова и так как-то... Часть слов будет подходить, часть слов не будет подходить, но потихоньку со временем, как говорится, попав в языковую зону, будет гораздо проще, чем, допустим, русскому выучить английский, даже попав в Англию. Да? В данном случае, если татарин попадает в Якутию, и якут как раз в Татарстан, да, якутянин, попадая в Татарстан, очень легко, быстренько осваивает язык. На журфаке у нас с нами учился Попов из Якутии, помню, вот. Меня просто удивило, значит, вот, как раз потом вот этот фамилию сразу не могу вспомнить, значит, он журналист, этот Попов как раз. Я, когда на Сахалин собирался на практику, и говорю, а лин у вас на якутском что-то означает? Он говорит, нет. А то я думал, что Сахалин, это от слова саха, лин. Нет, оказывается, вот единственное, вот тогда удивился. Вот, якутка одна была, танцевал с ней. Вот, и таким образом я их запомнил, якутов, а то бы не знал совершенно. Вот. А у вас... интерес к Татарстану насколько велик? Вы историей увлекаетесь Татарстаном? Вы вот в Булгар съездили, наверное, да, посмотрели? Да, естественно, но очень как бы все равно всем нам хочется знать наши корни. Да. То есть у меня родня вообще вот как бы с Казани, да, то есть, ну, вообще с деревни рядом с Казани, да. То есть по большому счету наши корни вот моей семьи идут от волжских булгар, и поэтому... Да, конечно, было интересно послушать историю, вот все это исторически, и вообще интерес к истории Татарстана очень интересен. И вот я сейчас как раз нахожусь на, у нас получается площадка краеведческая, да. У нас в свое время было очень много татарских поселков и сел. Полицейные, которые в царское время сосланные, да, еще именно компактно проживающих татар. И вот хотелось бы, конечно, чтобы краеведы Татарстана обратили на это внимание, может быть, какую-то экспедицию сделали к нам в Якутию и вот посмотрели корни именно татар, которые вот были у нас в республике, компактно жили. У нас очень много компактно живших татар, то есть деревнями и так далее. То есть это было бы, наверное, очень интересно. И также вопросы о том, что у нас якуты пришли вот с Байкала, да, и тут тоже много вопросов, да, насколько коренном и схожи, да, тоже, может быть, надо сделать исследование в этом плане. Полминуты ровно остается, меня зрители не простят, если я спрошу, вы Айдар Ильдус Улы и Волков. Если бы Айдар Иван Ула, мы бы поняли. У вас 20 секунд на ответ, скажите, пожалуйста. Да, очень просто. У меня бабушка просто из деревни, а там в свое время всех крестили татар при Иване Грозном. Ага, как наши Крашин.
Волков. Да. А, нет, там все мусульмане, но просто, чтобы там не казнили, это при Иване Грозном, 5 там же, секунд. да, убивали, поэтому приняли фамилию Волков. Все, спасибо большое.